Күңел bağladım eşref duasına, tevekkül ettim kudret iyisine. Ümidim kani, ışanışım nak, bu fakirye bəxet inesine. Zar buldum aşık күңел, уйларны җиткетеп гөрләшергә. Күңел тели һәр җирдә, һәр кешегә гөлдердәгән тойгыларны өләшергә. Мин пәйгамбәр түгелен, әл-Гыяз билләх, ләкин кайчан тыңласам күңелемдә тоям галәм шаукымын. Сизәм күкләр көчен, онда кайчак адәм балаларының кайгысы. Кайчак күңелемдә җиһан бәйрәме. Сизәм күкрәгем көчен, мин туган могҗизалар өчен. Күңелемдә дәрт вә дарман тулы. Bağlarga çıksam, irten tesbih tortam cihan nazına. Akşamlarda tesbih nazlarımla dua ettim, dizdim sazına. В сады не выходи, я утром ранним тянул ли четки, я ласкал вселенной. В вечернем акшаме нежно тасбих на саз нанизывал в молитвах. Бакай Урманче. Стихи Бакай Урманче для вас прочитала артистка филармонии Розалия Закиева, аккомпаниатор, заслуженная артистка Республики Татарстан Лариса Маслова. Давайте поаплодируем. Хайырлы күн, хөрмәтле дуслар, кадерле кунакларыбыз. Бүген без бөек, дахи шәхес Бакый Урманчының 120 еллыгына багышланган «Остаз истәлегенә» дип исемләнгән әдәби-музыкаль сәнгать кичәсендә сезне күрергә шиксез шатбыз. Добрый день, дорогие друзья! Прозвучали стихи, написанные больше полувека назад основоположником татарского изобразительного искусства Баки Идрисовичем Урманче. Есть такое выражение «талантливый человек талантлив во всем». Баки Идрисович поистине универсальная личность. Многие знают его как живописца, графика, скульптора, театрального деятеля, а он еще играл на скрипке, собирал и записывал и исполнял древние народные песни и сказания, был поэтом, писателем, историком, лингвистом, владел несколькими языками. Завтра исполняется 120 лет со дня его рождения. Повсеместно проходят творческие вечера, встречи, посвященные памяти мастера. О нем можно говорить бесконечно. Слово предоставляется заместителю директора Национального культурного центра «Казань» по музейному комплексу Казмылиной Луизе Гарифовне. Сегодня встреча посвящена памяти великого человека, скульптора, художника, графика Баки Идрисовича Урманче, который оставил нам великолепное наследие. Его отличала последовательность в раскрытии национальной темы. И жизнь была у него довольно сложная, но всегда он проносил ее с достоинством и с большой любовью к Казани и к своей родине. Вы знаете, вот после окончания художественного училища, а это был 1920 год, и тогда родилась наша молодая республика ТССР, и встал вопрос о том, какой же будет герб у республики. И среди других художников, а он только что окончил художественное училище, значит, был и Баки Урманче. И он достойно выполнил ту задачу, которая перед ним стояла. Нужно сказать, что это
очень гениальный человек, который внес большой вклад не только в историю нашей республики, но и в целом России. Поэтому не случайно его наградили орденом Дружбы народов, и ему присвоено было звание почетного гражданина города Казани. Идет 21 век, и очень давно с нами его нет. Но хочется вспомнить слова, которые произнес в 1967 году при рассмотрении награды, премии имени Габдуллы Тукая, председатель Союза художников, председатель Союза писателей. И он очень чутко и очень емко охарактеризовал Баки Урманче. Он сказал: Баки Урманче – это Тукай в изобразительном искусстве. Наверное, более лаконично, более точно сказать нельзя. Ну, а если говорить о сегодняшнем дне, то сегодня его традиция, его любовь к национальному искусству, к живописи продолжают наши современные художники. И поэтому не только мы, но и в других республиках, а был он во многих республиках, так его жизнь сложилась после Соловков, вспоминает этот день. И буквально час тому назад я получила вот такое письмо из Казахстана. Пишут наши коллеги: здравствуйте, уважаемые коллеги! В этом году исполняется 120 лет выдающемуся живописцу, скульптору, графике Баки Урманче. Оставаясь художником и певцом татарского народа, Баки Урманче внес значительный вклад в культуру Казахстана. Он является заслуженным художником Казахстана. Кстати, он имеет многие звания и в других республиках. А это представители Кустанайского областного историко-краеведческого музея. Это вот в нашем музее Пюжетани хранятся и экспонируются подлинные произведения художников. В нашем музее проводится цикл мероприятий, посвященный Баки Урманче. И они обращаются к нам с желанием сотрудничать для того, чтобы пропагандировать его искусство, его достояние. Поэтому сегодняшняя встреча – одна из многих-многих встреч, которые проходят по всей стране. А сейчас я с удовольствием слово предоставляю начальнику управления культуры исполнительного комитета города Казани Азату Искандеровичу Абзалову. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Очень рад вас приветствовать сегодня на столь значимом событии для города Казани, для Республики Татарстан, для нашего национального наследия. Это очень важная дата, поскольку она открывает череду юбилейных торжеств. Можно сказать о том, что 120 лет – это значительная веха в истории татарского народа. Вот буквально месяц назад был принят план по празднованию столетия нашей республики. И Баки Урманче, сподвижник нашей республики, и практически раскрыл свой талант в эпоху расцвета нашей республики. Дорогие друзья, в прошлом году мы празднуем 130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая. В этом году мы празднуем 120 лет Баки Урманче. Луис Гарифовна красиво сказал, что вспомнила ту цитату, когда его назвали Тукаем в изобразительном искусстве для татарского народа. Это действительно так, потому что то, чем он занимался, то, что он сделал в изобразительном искусстве, в монументальном творчестве, как скульптор, как деятель искусства, это, конечно же, глобальная, большая, объемная работа. Я очень рад, что в системе Национального культурного центра Казани у нас существует и прекрасно работает музей Баки Урманче. Они занимаются плановой и внеплановой работой по сохранению его наследия. Это большой, хороший музей, на самом деле, который в себе собрал все работы, которые отличают Баки Урманче от других художников. Потому что когда приезжают гости в Казань, и они видят этот музей, и они понимают, насколько значительна эта фигура в плеяде множества талантливых художников Республики Татарстан. Дорогие друзья, вот торжества уже начались, и я уверен, что они у нас продолжатся и в течение
Мы уже и запланировали на Международный день музеев мероприятия памяти выдающегося художника. Я знаю, что завтра у нас состоится церемония возложения около скульптуры. На 100-летие в свое время у нас был прекрасный монумент на Большой Красной открыт. Музей фактически к 101-летию был открыт в свое время, в 1998 году. И уже вот 19 лет он очень хорошо работает. Спасибо большое Ренату Зинуровичу, который неоценимый вклад в развитие музейного дела привносит и продвигает эти интересы на уровне республики. И не только республики, а и за пределами Республики Татарстан, Конгресс татар. Дорогие друзья, я вас поздравляю всех с праздником. Желаю всегда наслаждаться и помнить тем творчеством и наследием, которое нам оставил великий Творец. И помните о том, что мы живем в Казани, и продвигать, любить нашу Казань во всех своих начинаниях. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И для вас выступает студия ансамбля танца группа «Ансар». Педагог Муравьева Оксана Маратовна. Танец «Казанское полотенце». Поддержим наших юных выступающих. При ансамбле танца «Казань». Я мусульманин, родом из татарской деревни на Волге, говорил о себе Баки Идрисович.
Начальной грамоте меня обучил отец, сельский мулла. Потом проходил курс наук в Казанском медресе Мухаммадия. Так что всецело принадлежу традиционной национальной культуре, которая корнями уходит в многовековую историю Волжской Булгарии. Известный татарский писатель и ученый Наки Санбет, определяя роль Бакы Идрисовича Урманче в истории татарской культуры, сказал: «Бакы Урманче – патриарх нашего изобразительного искусства, голова, аксакал». Когда нас спрашивают, кто основоположник татарской поэзии и музыки, мы отвечаем: Габдулла Тукай и Салих Сайдаш. Когда нас спрашивают, кто основоположник татарского изобразительного искусства, мы отвечаем: Баки Ага Урманче. В его творчестве отражается и быт, и история, и культура татарского народа. Его жизнь и художественное произведение – сплошное подтверждение его любви к своему народу. Его любовь к старинным татарским песням, поэзии Тукая, Дардменда, Амара Хаяма, интерес к татарскому орнаменту и костюму, к жизни, к быту народа, к его истории и дают тему сюжета его произведений. Это и есть те корни, которые питали его творчество. Дорогие друзья, мы продолжаем. Для вас поет Ляйсан Сунагатова. Kara
Рахмет. На юбилейном вечере в музее Бакый Урманче композитор Ренат Яникеев, вспоминая Бакия Идрисовича, говорил: «Это человек другой формации. Таких людей нет. Он был на равных со всеми. После общения с ним тебя озаряет сияние». У нас в гостях казанский скрипач Шамиль Мунасыпов, который также был знаком с мастером. Музыкант всегда рад поделиться впечатлениями о своих встречах с художником. Вам слово. Дорогие друзья, знаете, древние греки, которых очень часто цитировал Бакый Ага, говорили, что вот на земле есть люди, на Олимпе есть боги, но есть, говорит, среди нас еще люди промежуточной природы. Вот это бога-человеки. Ну, у нас у татар говорят аулия. Знаете, Бакый Ага, он в своей жизни лишь на старости, ну, можно сказать так, где-то 60 с лишним, 65 лет, по-моему, он приехал в Казань. Раньше ему не разрешалось селиться здесь, в центральной части России, как репрессированному. И за последний период, за последние 30 лет, которые он прожил в Казани, он создал 90% своих работ. А до этого он работал в Ташкенте, Алмата, во всех тюркских республиках. Он огромное наследие там оставил. И представляете, этот человек не знал ни устали, у него с утра и до вечера в комнате был народ. Начиная от писателей, художников, это уж понятно, кончая политическими деятелями, и руководством нашей республики. И приезжали к нему из-за рубежа, и Хасен Кулиев, и видные деятели тюркской, так сказать, такой формации. И все напитывались от него идей. Вот мы, знаете, у него было любимое изречение такое древнегреческое: «Сапиенти сад». Лишь только посвященный поймет мое творчество. Вот мы здесь присутствуем, вот я рад, что здесь у вас в НКЦ хранится этот один из вариантов его триптиха «Татарстан». Вот если мы вспомним, в 90-е годы, когда началась такое бурное развитие самостийности, так сказать, идей независимости, он ничего не сделал. Он взял и написал вот это. И что там изображено? С одной стороны булгарские развалины, с левой стороны Свияжск с христианской культурой, и в центре Казань с башней Севимбеки, мусульманской. И он этим хотел сказать, что все это вместе и составляет суть Татарстана, татарской культуры. Что если мы начнем разбегаться, как крещеные татары в одну сторону побегут, даже некоторые начали себя булгарами называть, мы не татары, мы булгары, а те побегут в другую сторону, то мы останемся ни с чем. Вот такое философское понимание творчества, это для него, ну, практически было, ну, как бы сказать, той основой, благодаря которой формировался все, он оказывал влияние на всю татарскую культуру в целом. Это был один из магикан, который сохранял традиции вот тех древнего искусства, которое еще с древнебулгарских времен шло с 9 века, 10. Он наизусть цитировал поэтов, начиная с 9 до 13 веков, и кончая современными поэтами. Но он очень любил Назыма Хикмета, тоже оригинально читал нам его. Он знал английский язык, Байрона читал нам. Он знал и немецкий язык, Гёте цитировал. Даже у него стихотворение такое есть. Гёте мой лучший друг, он католик, правда, а я потомок Мухаммеда, последователь Мухаммеда. Но вместе мы творим одно единое. И больше всего, вы знаете, что я хочу, много о нем можно говорить, это океан существует. И океан, и тот, который, как я его назвал, Аулия, но Аулия, который очень прочно стоял на земле. Это интеллект, и вот то, что мы сейчас видим, это огромное количество портретов его современников, то, чего не было вообще.
То есть, как Сибат Хаким сказал, если бы не был Урманчи, мы бы вообще не знали, кто это такие, что у нас было в 19 веке. Фотографий тогда не было. А он оставил нам и природу, и обычаи, и всю культурное наследие. И он стоял очень прочно на ногах, как колосс такой, и головой восходил в небеса. То есть он весь земной шар воспринимал как вот сейчас как космогоническое какое-то явление, и потому его картины, вы посмотрите, не все солнечные, как будто бы здесь солнышко, вот на улице пасмурно, а здесь солнце. Вот. Но больше всего он любил, он говорит, много очень слов, а там, где кончаются слова, там начинается музыка. И в один его юбилей Ренат Еникеев сочинил романс, который посвятил ему, он назвал романс, посвященный Урманче, а в народе его назвали Урманчикие. Ему так понравилось это произведение, потому что он говорит, я вижу себя в этой музыке. Вот. И тем более он любил скрипку. Вот мы когда сыграли, это было где-то, наверное, в конце 80-х годов или 70-х годов. Вот. И с тех пор вот эта музыка, она живет, и я вам хочу ее сыграть. Шамиль Мунасыбов. Вспоминая мастера, хочется обратиться к его человеческим качествам, каким он был в быту, в семье. К счастью, есть еще люди, которые близко знали Баки Идрисовича, которые могут поделиться своей историей о мастере. Слово его племянницы Закировой Фирае Сабировне.
вечер. Я не слышу. Добрый вечер. Не слышно? Я хочу сказать то, чего не написано ни в книгах, ни в журналах. Во-первых, моя бабушка, его любимая тетя. То есть моя бабушка и его мама родные сестры. А моя бабушка, она мать героя Советского Союза Финской войны Баки Рахимова. Он ее с детства любил, уважал, ценил. И вот когда она поехала получать документы на героя Советского Союза Баки Рахимова, он ее в этот момент и нарисовал в 1940 году. Этот портрет находится в музее Урманче. С Кор'аном она сидит. В те годы он не побоялся написать такой портрет. Это предисловие. Далее я хочу сказать о воспоминаниях самой младшей сестры Нажибы, которая жила в Москве. В 1991 году она приехала и, значит, написали они вместе с Флорой Ахметовой Урманче в газету «Шахри Казан» номер 2, 1991 год. Я просто хочу взять оттуда отрывок только. Она описывает, какой он был статный, высокий, около 2 метров высоты, роста, значит, модное пальто реглан цвета моренго, обувь очень модная, рубашка модная, костюм модный, и еще была черная шляпа на голове, волосы светлые, рыжие усы, глаза голубые. И еще он брал трость, фортлыгачен татарча, по-русски для важности. И вот таким образом он в эти годы он как раз преподавал в медресе. Вот. Далее я хочу сказать, что вот они втроем в эти годы жили на улице Вознесенская, три комнаты там было, значит, Софьяпа, Нажибяпа, и еще Арапова там была, артистка, у сепаратора он ее нарисовал. И у них было, 2 брата, ширма была у девочек, чтобы никто не видел, когда они там ложатся спать и раздеваются. Вот. И далее, значит, это самое, я хочу сказать, вечерами они тоже культурно проводили свои вечера. Баки Идрисович играл на скрипке, Хады Идрисович играл на мандолине, а девочки подпевали. Я хочу сказать, что Бакаевы очень любил татарские старинные песни. И всегда, когда работал, он напевал, пел. И вот когда, значит, Нажибяпа своему брату сказал, я тоже хочу играть на скрипке, а Баки Идрисович уже работал, имел деньги, и он нанял учительницу ей. И вот на 3-й раз игры, на 3-е занятие, значит, вдруг дверь открывается, входят мужчины, 3, и кричат «Стоять!». И сразу в ее комнату. В его комнате разобрали все книги, разбросали, потом в других комнатах разбросали. Его забрали вот отсюда в Соловки. И затем их из этой квартиры, у них была еще прислуга, которая, как Нажибяпа говорит, ничего не делала, только приносила керосин из магазина, из лавки, и переносила воду. А всю остальную работу делала я сама. Вот она так пишет. То есть я хочу сказать, их из этой квартиры выселили, и они на Магистральной, по-моему, улице, значит, двухкомнатную, не двухкомнатную, из 2 комнат состоящих, тогда же не было таких, простые комнаты были. И вот они там продолжали жить. Я хочу сказать, что в Соловках прожил, его значит, на 5 лет сослали. А из-за того, что он там
в художественной самодеятельности участвовал, наверное, из этого. На лесоразработках работал, чернобурых лис кормил, кроликов кормил. Куда посылали, всю работу выполнял. Стихи читал, художественным руководителем был, песни пел. Он любил старинные песни, протяжные, так же, как и все его братья и сестры, и двоюродные тоже. Зейнебем, Сувуе, Анчех Фахри — это уже особая песня. Почему? Потому что вот певица приходила к нему учить эту песню, как ее зовут, Туишева. Очень много раз ходила, потому что действительно это очень песня трудная. Так вот, все из его рода любили петь. И голоса у них были прекрасные, чудесные. Но вот когда 90-летие отмечали, он спел Анчех Фахри. Стоя ему аплодировали полчаса, наверное. Это в 90 лет он имел такой прекрасный голос. Вы меня извините, я с одного на другое перескакиваю. Вот. И хочу сказать, вот эту песню я просто хочу пропеть вам тоже. Бакшада gülleriminin damarları bergene şul Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gel Zeynep'im, rahat utsun jeylerin. Havadaki yıldızlarını niyedir sanamadım şul Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gel Zeynep'im, rahat utsun jeylerin. Koyşanıda bir kureşir biz, bilmem günlerin güne şul Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gel Zeynep'im, rahat utsun jeylerin. Kustiyer dip yüzlerine Tuyançı karamadım şul Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gel Zeynep'im, rahat utsun jeylerin. Ol Zeynep'im, gel Zeynep'im, rahat utsun jeylerin. Я хочу показать, принесла три вещи только. Во-первых, бабушка, его мама и моя бабушка, они были вышивальщицами. Они не только вот, это уже прозрачный стал, тут и дыр полно, и все. Вот эта сторона, по-моему. Вот, это из их рода. Дальше, это тоже, наверное, с 17 века. Колфак. Я уж и реставрировать не отдаю ничего. Это уж такое старое это изделие. И внутри-то там уже смотреть-то нечего. То есть я хочу сказать, вот такие эти тастамаллар. Ну не такие, там еще есть. Я просто уже одни только принесла. То есть он все взял из своей семьи. То есть вот это благородство, вот эта честность. Отец научил честности. Никому не перекладывать свои дела. Все выполнять сам. Не, как говорится, работать над собой. Любил природу, любил детей.
Я вот у него была очень частым гостем, начиная с 1978 года, наверное. В 1958 году его Батыев пригласил сюда работать, и вот он с 1958 года 10 лет приглашал в Казань свою жену Сарапа. Она была дочерью, она жила в Москве, 10 лет приглашал, она не приезжала, говорила: нет, мне в провинции делать нечего, все друзья у меня здесь. Но она такая была, во-первых, первой пианистка среди татар. Вот. И она всю жизнь держала домработницу. Я у них была, когда мне было 20 лет, нужно было мне заехать, уехать и так далее. Я хочу сказать, вот я сама в этой комнате была, это 8 квадратных метров, кровать, стол, стул. И дальше идет коридор. И вот Бакый-Абы, Бакий Идрисович, когда возвращается из Соловков, он приезжает к ней. У нее уже 2 мальчиков взрослых почти. И он женится на ней. А муж, это Сарапа, был как враг народа в тюрьме. И он приезжает сюда. А мать Сарапа говорит ему: слушай, они так любят друг друга, так они хорошо живут. И родился сын у них, Ильдар. Ты уж женись на его сестренке, вот на моей младшей дочери. Сіңлісінен яқшы нәсәсі дейді, апасынан матур сіңлісі. Вот как раз это все происходило вот в этой комнате. А когда выходишь из их комнаты 8-метровки, я там была, значит, ширма в коридоре и кровать. Так вот, этот, который первый муж женился на сестренке, и вот они так продолжали жить. Они в этой комнате, они за ширмой. Это нигде не написано, но есть это воспоминание этой Ахметовой Урманче. Это вот еще хочу сказать, что... Может, хватит? Там, вы знаете, очень много можно говорить. Целая тетрадь здесь, но я ее даже не открыла. Так что он был очень и очень любящий природу, любящий людей. Он никогда не повышал голоса ни на кого. Такой спокойный. А уж когда я приходила, он меня всегда обнимал, цыгным. Но я ему даже делала массаж его ноге. Нога у него одна была сохла и короче, вот настолько. И часто приходила я к нему. То есть я жила там рядом, недалеко. А Флора Ханум, конечно, очень его тоже любила. И не только столы накрывала прекрасно и никого не отпускала. Вон Шамиль Мунасыпов, можно сказать, Лариса Маслова, там часто была и ряд других. То есть она была очень тоже уважительной. И после его смерти она очень много работ его написала в книгах, в журналах и так далее. Так что... Фирайса Бировна, мы вас поблагодарим. Спасибо большое за то, что поделились своими теплыми воспоминаниями о художнике. Эти аплодисменты вам. Спасибо от нас. Сагыш ята күңелләрдә, һәр күңелдә моң ята. Күңелдә яткан моңнарны гармун тавышы уята. Изри күңел, сафлана җан, бетә кайгы сагышың. Хуҗа була бар дөньяга моң һәм гармун тавышы. Сезнең каршыгызда Татарстанның ат казанган артисты Вәис Бәйрәмов.
Баки Урманче своим творчеством являет пример и образец неустанного труда, вдохновенной службы искусству. Сочетая свой редкий природный талант с упорным трудолюбием и высоким образованием, Баки Идрисович Урманче создал более 3000 графических работ, около 300 живописных полотен и более 150 скульптур. Скульптура занимает особое место в творчестве Урманче. Ее считают вершиной татарской пластики. Созданные им образы всегда сохраняют индивидуальность. Любимый материал мастера – уральский мрамор. Но самые интересные самобытные работы он создал в дереве. Давайте вспомним скульптурные произведения мастера, а поможет нам его друг и ученик Амир Кабирович Загиров. Страшно выступать после таких прекрасных выступлений. Замечательный зал, красивые работы, хорошая выставка и очень доброжелательная, красивая публика, зрители, слушатели. Но я попробую все-таки рассказать, почему я здесь. Немного о себе. Мы вот с Розалиной Гумберовной Шагеевой работали в музее изоискусства города Казани. И вот в 1969 году была организовалась выставка запоздалая, юбилейная, Баки Идрисовича Урманче. Занимала 2 этажа. Я был, можно сказать, среди научных сотрудников единственный мужчина, и мне пришлось с Баки Идрисовичем таскать его работы, вот, и мраморные, и гипсовые, и деревянные, и поднимали, и красили, и, в общем, мы задерживались допоздна. И вот меня он пригласил к себе в мастерскую. Я к нему попал, и, можно сказать, там и остался. Вот. Посчитал, что скульптура для меня не помешает. Я имел до этого образование по живописи. И вот я ему начал помогать. Вот, месил глину, делал каркасы, глину набивал, объемная работа, в общем, делал то, что он говорил. Мне было это очень интересно. Потом решил попробовать сам. Ну, думаю, с чего начать? Взял, вылепил Ленина. И очень удивился, что получилось. Этого Ленина купила школа потом за 50 рублей. Вот. Потом сделал там бабушку, которая жили за стенкой. Вот. Сделал портрет Булгарка, который, это, ну, моя 3-я или 4-я работа. И она оказалась на выставке, ретроспективной выставке, посвященной 50-летию Республики Татарстан, проходившей в городе Ленинград. Вот. То есть, получается, я буквально за короткое время научился, в принципе, хорошо лепить. Почему я об этом говорю? Потому что я стал для него помощником хорошим. Вот. От него, ну, как бы, он практически меня не учил. Специально. Мы просто вместе работали. Если посчитать, сколько часов мы провели в совместном творчестве, будет очень много. Наверное, он при мне, со мной, чувствовал себя самим собой. Он меня не стеснялся. Вот мы, ну, как бы, никаких проблем в наших отношениях не было. Вот. И мне было очень легко. Мне даже трудно говорить, какой он человек. Он был всяким. Вот. Он был и молодым, и пожилым. Я почти с ним как с ровесником обращался, а в то же время он как бы старик. Вот глядя на меня, вы можете видеть его в том возрасте, когда я с ним познакомился. Понимаете? И почему-то, вот говорят, он 2 метра ростом был, а он, в общем, мы были одного роста. Это молодой. Молодой, да. Но я понимаю, там человек немножко как бы сокращается в длину. Но это, да, естественно. Вот, и
ну, можно так сказать, почему я говорю. Наверное, вот я от Баки Идрисовича, ну, как бы получил много флюидов и эманаций. И они во мне находятся. Даже, наверное, трудно мне отделить мое родное от того, что появилось, ну, как бы в совместном, ну, деятельности, труде с ним. Вот. Конечно, я тогда большое значение не придавал. Вот сейчас, когда мы встречаемся каждый год, я каждый раз осмысливаю вот, тот период. Вот, и ставлю вопросы перед собой. И на эти вопросы как бы трудно дать ответ. Ну, можно так сказать, что когда человек пытается понять произведение другого человека, он должен примерно творить на его уровне. Вот. И в этом плане, наверное, мне повезло то, что я мог как бы ценить творчество Баки Идрисовича. Потому что я тоже был, с одной стороны, разноплановым и по живописи, и по скульптуре. Вот. И помог ему, ну, в его труде и творчестве. Что бы он делал без меня? Без этого молодого, как бы быстрого, сильного протезьена, как он говорил. Вот. Я помог созданию, творению многих его скульптурных произведений, особенно больших. Маленькие он сам делал, конечно. И вот есть такое выражение «цереблита». Цереблита, ну, итальянское слово, это как бы этим качеством обладали Микеланджело, Леонардо да Винчи. Это то, когда человек соприкасается с таким деятелем, у него кружится голова, это, кажется, не человек. Вот. Что он, ну, как бы сверхчеловек. Вот. И вот я так думаю, что Баки Идрисович обладал этим качеством, только мягким, таким очеловеченным. Он сильно не потрясал, вот, но было видно, что человек необыкновенный. Вот. Я могу поделиться двумя случаями, когда он меня потрясал. Вот. Как-то Баки Идрисович решил дать себе заработать. Ему поступил заказ сделать барельеф Анвара Давыдова, писателя. Вот. Я тут начал делал рельеф, профиль. Ну, там механически поступал. Где скула повыше, там ух еще выше, нос там подальше как-то рассчитывал. Вот. Потом он смотрел, подошел, минут 10 поработал. Там работа маленькая, он быстро всего коснулся, и ожил портрет. Такой красивый, я пластику-то понимал тогда. Я понимал, насколько Баки Идрисович интересен. Если вот так вот сравнивать Баки Идрисовича с известными мастерами, вот можно сравнить, может, Джакомо Мансу, итальянским художником. То есть Джакомо Мансу, он по фактуре, ну, неподражаемый. И Баки Идрисович тоже таким был в принципе. Вот, к сожалению, это все пропало. Потому что я это видел в глине, как он создавал. Второе потрясение. Мы тогда, ну, я тоже лепили мемориал Тукая, фигуру Тукая, которая там стоит сейчас, Тукай Карлаев. Вот позировал мой ученик Гена Калинин, который сейчас в Канаде, ведущий художник, можно так сказать. Вот. Он сидел, я лепил ногу, которая там выставлена, нога на ноге. Ну, лепил нормально, я перенял как бы манеру Баки Идрисовича. Он как бы работал стеком, и на конце была петля такая проволочная, он там лишнюю глину снимал. И был молоточек, кияночка, он постукивал, как бы придавил глину. Ну, я тоже так вот работаю, вот ногу вылепил. Потом подходит Баки Идрисович, по готовой ноге начинает работать. И происходит чудо. Это мне как бы потрясло. Вот я в то время уже несколько раз был в домах творчества, там, значит, под влиянием, значит, теории Матвеева, скульптора Матвеева. Там Суриковская школа, можно так сказать. Вот. Ну, там я поднабрался,
Вот, и как бы сделал тут как бы по теории. А тут смотрю, Баки Эдриевич без всякой теории работает. Вот, лепит так, постукивает так, поднапевает, раз. И знаете, нога, ну, она воспринимается, я говорю, она это, живая. То есть там такие ходы, что вот, которые идут спереди назад, чтобы было ощущение стереоскопии. А здесь он без этих ходов, эта нога воспринимается целиком. И спереди, и сзади одновременно, как стереоскопически. Вот. Ну вот, тут вот портрет был, сейчас его нету. Да. Когда портрет Баки Эдриевича, вот сидели. И я хочу об этом сказать. Вот, видимо, больше всего в этом состоянии, видимо, я его видел. Ему была присуща такая глубинная печаль. Вот, и тут был портрет, когда вот в самом начале, когда мы пришли, хотел показать, думал, это... Ага. Вот, и у него было любимое выражение, вот, которое он часто говорил: да вся наша жизнь есть борьба. Он часто это повторял, ну, я, по крайней мере, так слышал. И, видимо, он от жизни особых радостей не ждал. Вот, он был готов к любым испытаниям. Вот, и вот это вот состояние такого тихого спокойствия, может быть, даже с каким-то печальным переживанием, мне кажется, для него это характерно. Вот, и это было выражено в произведении Саввиша. Вот, ну, наверное, все. Благодарим, Альберт Кадирович, за ваши воспоминания. Жизнь основоположника татарского национального изобразительного искусства Баки Идрисовича Урманче вместила практически весь богатый событиями опыт 20 века. Это удивительный человек с интересной и сложной судьбой. Уже при жизни он стал классиком. Долгое время, работая в Казахстане, Узбекистане, Башкирии, он сумел понять особенности исторического развития и культуры этих республик и воплотить в своем искусстве своеобразие национального характера казахов, узбеков, башкир. Не случайно, что эти народы считают Урманче в той же мере своим, как и татарский народ. Его искусство всегда будет успешно служить упрочнению дружбы народов. У нас в гостях народный художник Узбекистана Азот Хабибуллин. Мы приглашаем его к микрофону. Здравствуйте, дорогие гости. Мне почетно сейчас выступить от имени Союза художников России в Татарстане, от имени председателя Союза художников, Аршинного правления Союза художников, поздравить с таким знаменательным событием, юбилеем Баки Аги Урманче. И хочется сказать, что этот юбилей совпал еще с юбилеем 80 лет Союза художников Татарстана. Сейчас в это время правление Союза художников едет в поезде. Завтра открытие 80 лет Союза художников Татарстана в Москве на Покровской 7. Здесь такие были великолепные выступления, аж даже думаешь, что можно еще добавить. Но я хочу сказать как художник, потому что в татарском культурном личность Баки Урманче – это ренессансная личность, которая владеет всеми видами искусства. И как он сам о себе говорил, когда он творил, что я когда леплю на станке, ждет натянутый холст под рамником, на столе лежат листы графики, а где-то там скучает акварель. Про акварель хочется сказать одну такую феномен Баки Урманче.
он раскрыл в своих акварелях загадку татарского орнамента, в которой была загадка тангрианства, это связь космоса. И это он в своих работах это нашел. И когда я это увидел, работу, я был потрясен. Конечно, можно говорить очень много о его биографии, потому что если Бог избирает личность, Он и дает ему полное испытание, которое, в общем-то, выпало в то время, в 20 веке, в начале 20 века. Это вот султан Галившина, которая, в общем, дала возможность репрессировать культурных, в общем, слоев татарских художников. И в то же время он попал из Соловки, и после Соловков у него была такая административная высылка в Среднюю Азию. Он попадает в Алмату, где в то же время активно начинает сотрудничать, писать картины, и посвященные, в общем-то, и писателям, и философам. И в то же время, в 1941 году, все культурное, вообще художники переходят в Самарканд. Это начиная с 1941 года по 1947, это была самая сильная школа, где творили великолепные художники, которые отсюда уехали. Бенков, Ковалевская, Волков. И можно перечислять очень много. Но хочется еще сказать, что Баки Урманчи в 1949 году переезжает в Ташкент, где начинает преподавать в театрально-художественном институте. И по его инициативе в 1952 году открывается скульптурное отделение. И такие у него ученики, я уже не буду перечислять, достаточно там сказать, там Шапира, там Улько и многие такие эти, которые со временем уже украшали Ташкент и набрали себе многих учеников. Я не хочу очень много рассказывать о всех феноменальных возможностях, и в то же время вот в конце своей жизни он становится, его работа, он уходит от портретного такого искусства, более становится его работа философские такие. Вот хочется сравнить это с Рембрандтом, конец его жизни, когда он уже в дереве там вырезал старца, сагыш. Это он говорил о бренности, о скоротечности жизни. И вторая работа, которая жизнеутверждающая, которая это всю жизнь в ее душе была, это «Весенняя мелодия». Вот это две работы являются основным аккордом симфонии творчества Баки Урманчи. Хочется сказать, что в 1998 году открылся музей, великолепный музей Баки Урманчи. И второй этот памятник, который собраны все этапы работы Баки Урманчи здесь, в Национальном культурном центре Казани. Здесь и в музее, и здесь и в собраниях отмечены все этапы его творчества. Большое спасибо. Мы действительно можем очень долго говорить о мастере. Поаплодируем нашему художнику, нашему гостю. Баки значит вечный. Мастер прожил долгую человеческую и творческую жизнь. Из 93 лет жизни 70 он посвятил искусству, продолжая упорно трудиться до последних дней жизни. Память о мастере бережно хранится не только в его великих творениях. В 1999 году в Казани был открыт музей Баки Урманчи. В городах Татарстана Буинске, Зеленодольске, Нижнекамске, в Челнах названы улицы в честь этого художника. Каждые 2 года за высокие художественные достижения мастерам культуры Татарстана вручается премия имени Баки Урманчи Министерства культуры Республики Татарстан. К столетию художника в 1997 году в Казани был открыт памятник Баки Урманчи на Большой Красный. У нас в гостях автор данного памятника, заслуженный художник Республики Татарстан Гасимов Махмуд Муталипович. Приглашаем его. Добрый вечер.
вечер, дорогие гости. Здравствуйте, с праздничком вас. Поздравить с юбилеем такого великого художника. Ну, что я могу вспомнить? Тут столько сказано уже, так сказать. Я маленький кусочек расскажу, как я оказался в Казани, будем говорить. Я, в общем-то, сибирский татарин, чистокровный татарин, но прошу прощения, я по-русски буду говорить, так сказать, потому что образование получил на русском языке. И как бы вам сказать, так просто чисто с человеческой стороны, мне как-то в жизни не повезло с бабушками, с дедушками. Я в жизни знал только одну бабушку по отцовской линии. С остальными не повезло. По материнской линии особенно тоже. Раскулаченные, расстрелянные где-то там и так далее. Вот. И в каком-то смысле я, так сказать, до 4 лет где-то воспитывался на руках у бабушки, поэтому помню и татарский язык, и даже обычаи в какой-то степени. А так, в общем, рос в Сибири, там все было, так сказать, сами понимаете, в советские времена как. Вот. И так получилось, после многих лет, уже, так сказать, я жил в Узбекистане, там тоже судьба у нас как бы перекликается с Баку Урманче. Он, правда, не по доброй воле оказался там, проходил ссылку в Средней Азии, в Казахстане, в Узбекистане. Вот. Я, так сказать, там оказался добровольно. Мне в свое время, так сказать, отец отправил, сказал, что я в 15 лет сам учился хлеб добывать, давай ты вперед, осваивай профессию. Так я оказался в Средней Азии. Где-то с Ленинск-Кузнецка, там 4,5 тысячи километров. Посадил на поезд, отправил в Ташкент. И я так поехал, так сказать, по всем весям. Ну и как-то повезло, что приехал в Ташкент и поступил в училище. В общем, не пришлось дважды поступать. Приняли с первого раза, что называется. И композиция была, кстати, тоже так бы перекликалась. Абикай назывался, бабушка с внуком. Ну и, в общем, как-то успешно прошло и приняли. А в итоге получилось, мы с Бахри-ага, кажется, разминулись там буквально лет на 5-6. После него я оказался в Средней Азии. Вот. И получилось так, что армия, институт там и так далее, в общем. А потом получилось, так сказать, повезло. Как-то везет в жизни на, будем говорить, таких известных людей, что ли, будем говорить. Эпохальных, я бы сказал, людей. Вот. В Союз художников меня, значит, в составе официальной делегации отправляют в Ташкент на 90-летие как раз, юбилей Бахри-ага. И там мы с ним познакомились, так сказать, лично. Вот. Потом после торжественной части заказал, были на чаепитии дома, значит, а потом уже в 89 году, извиняюсь, уже сами приехали с Наилем Абдурахимовым, так сказать, по своей инициативе поздравить его с днем рождения. И вот и там он обратился ко мне, значит, с просьбой помочь вылепить памятник Галимзяну Ибрагимову, выигранный им на конкурсе в то время тогда. Вот. Потом, значит, неделю прожив у него, я уехал, вернулся в Ташкент. Кстати, в тот же памятный заезд, он впервые, так сказать, как бы, ну, я бы почувствовал, что ли, дедушкой будем говорить, чего мне в детстве раньше не хватало, так сказать. Вот. И как бы там в беседах был затронут вопрос, не хочу ли я вернуться на историческую родину. Кстати, как бы с его, так сказать, легкой руки эта встреча оказалась судьбоносной в итоге. Как выяснилось, я даже не предполагал, что так получится. Ну и договорились, что там переписывались, Флора Ханум переписывались, письма у меня хранятся ее там до сих пор в архиве. Ну и потом как-то это... Год прошел, 2, тема эта заглохла. Флора Ханум написала, что там в республике нет, и памятник, к сожалению, осуществить не удалось. А потом буквально в 93 году в Министерстве культуры был звонок. Здесь был организован конкурс на памятник Баку Урманче. Вот. И как, насколько я понял, состав участников был из тех людей, которые знали его при жизни. Один академик живописи из Ленинграда был соучастник, тогда я с ними не был еще знаком. И из Иркутска тоже его соратник, то ли они на Соловках вместе были, там что-то такое было связано в истории тоже. Ну, я оказался в этом числе. Ну и в итоге, в общем, в 93 году
один из двух вариантов, который я привез сюда, оказался победителем. Таким образом получился памятник Бату Урманче. И так я вошел в историю в историю такого человека. Все, что я хотел сказать. Спасибо. У нас сегодня есть еще один гость, чтобы выступить перед вами. Он приехал из Нурлата. Он также в молодые годы встречался с мастером Мусин Якуб Хамитярович. Просим. Если можно, 2 слова. Спасибо. Добрый день. Я начну со слов Николая Гумилева. У него есть такие слова. Есть мир, есть Бог. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит этот мир и верит в Бога. Именно о таком человеке, как Бату Урманче, говорил Николай Гумилев из этого стихотворения. Есть слова мудреца, чтобы быть умным, надо много читать. Чтобы стать мудрым, надо много наблюдать. Вот Бату Урманче приходилось гулять по улице, мы были в мечети. И поэтому он везде что-то себе память оставлял. И придя домой, он всегда это укладывал на бумагу. Однажды молодая скрипачка играла на скрипке, Баки Баба взял бумагу и начал что-то писать. И попросил Флору Ханум на другой день пригласить его в гости. Когда она пришла, он показал фотографию. Была копия. Он по игре ее создал ее образ, нарисовал его картине. Настолько вот глобальное какое-то мышление было у него, это просто непостижимо. Но говорят так: кого любит Аллах, тому Аллах дает богобоязненную женщину. Сначала это была Сарапа, которая родила ему Идар, мальчика, а потом второй была это Флора Ханум Урманче Ахметова. Она родила ему Айдара. Сегодня ее, конечно, с нами нету и не было в музее, конечно, жаль, если бы вот здесь было. Я хочу сказать слова жены пророка Мухаммеда, которое сказано было 1400 лет назад. Когда спросили у Аиши, какой нрав у нашего пророка Мухаммеда, она сказала, его нрав Коран. Если бы сегодня здесь была рядом с нами Флора, и спросили бы ее, какой нрав был у Бату Урманче, она, наверное, тоже сказала, его нрав был Коран. Здесь говорили о художнике, но я хочу немножко одеть другой угол. Бату Урманче родился в доме имама. И с детских возраста учился молитвой, читал. И вот это самое образование, которое я ему дал отец, а потом из 10 лет он 7 лет учился в Мухаммади, это одно из сильнейших медресе в России. И получив такие глубокие знания, и вот этот свой нрав высокий, он пронес через всю жизнь. Я хочу принести пример слова пророка Мухаммеда. Моим соседом в раю будет тот человек, у которого высокий нрав, сказал пророк Мухаммед при своей жизни. Именно вот такой человек. И хотелось бы, чтобы вот эти слова были как бы синонимы в молитве за Баки Баба и за Флорапу, чтобы именно в этом мире он был всегда рядом с большими видными людьми. И чтобы в судный день он был всегда по соседству в раю с самим пророком Мухаммедом. Я первый раз пришел к нему домой. Я занимался строительством мечети в городе Нурлате. Первая мечеть это нигде нету, не с кем посоветоваться. И вот через одного молодого художника я узнал, что он очень любит такие темы. Пришел, и в его доме были Абрар Каримулин, Сайдаша, Усманов, Харисов были художники, да? Полный дом людей было. И этих людей редко можно было увидеть по телевизору, а тут сразу все и в одном, как говорится, как целый букет. И поэтому я очень благодарен Баки Бабаю. Первая мечеть в городе Нурлата, духовно, архитектурным вдохновителем был Баки Урманче, а его духовным основателем был Ахмед Заки Хазрат, наш земляк, который 23 года был имамом мечети Марджани. Вот его в прошлом году, празднуя его 120-летие, вышла вот такая книга вот, про этого Хазрата. Вот. И поэтому, когда приходил к ним домой, у них в каждой комнате была по теме молитва. Если сидели кушать в кухне, над кухней висела над столом молитва, которая посвящена еде. Если заходили в зал, там была другая молитва. Если в спальню заходишь, там другая молитва по всей тематике. Это был не дом, это был целый музей. У них в доме были такие редкие литературы, которые не было, наверное, ни у кого. Были книги, которые были в единственном экземпляре. Однажды Баки Бабай попросил меня познакомить с Талгат Тажиддином. Пришел я на работу в мечеть Марджани, и вдруг появился Талгат. Я говорю, Ваби хочет познакомиться с Баки Бабай. Он посмотрел время 9, если он согласен, мы 12 часов к нему приедем.
И вот мы пятером, значит, Талгат Ашиддин, Равиль Гайнуддин, который сегодня муфтием работает в Москве, Абдулла Хазрат Галюлин, шофер, и я пятером приехали в Бабаю. И это была удивительная встреча. Бакы Бабай с Талгатом Ашиддином так заговорили, что они даже не стали пить чай. Даже вот настолько, мы уже выпили чай остыл, она говорит: ребята, вы меня не уважаете. Они не могли говорить, это было два гиганта, в которых было столько информации, столько мыслей, допустим, да, которые они хотели друг другу передать и обменяться своими мыслями. И когда я с ним дружил, он занимался Курлаем. Часто туда выезжал Курлай, у него взяли сами черновики. Однажды в мечеть Мерджани приехали татары, мусульмане из Америки, Финляндии и Швеции. Я позвонил Бабаю, говорю: Бабай, гости есть, сможете приехать? Он говорит: да, приеду. На такси я привез Флорапо, Баку Урманче, Диму Кустабаева, все приехали в мечеть. Все были просто в восторге от их участия. И во главе стола сидели трое: Ахмед Заки Хазрат, Хабир Хазрат и Баку Урманче. Наверное, такого стола больше в Татарстане не будет вообще в истории. Это просто удивительная вещь. Вот. Поэтому мне сказали, тут чуть-чуть быстрее держать, допустим, да? Дорогие гости, я хотел бы предложить такой вариант. Вот приезжали финские татары, польские татары приходили в мечеть, допустим, да? Из Америки приезжали. Я бы предложил все татарские диаспоры, вот здесь сидит у нас Ринат Зикиров, допустим, через их службу, допустим, отправить вот эти материалы вот этих всех мероприятий туда, чтобы татары и там порадовались, чтобы мы здесь, в Татарстане, так чествуем нашего уважаемого Баку Урманче, и для них, чтобы тоже был праздник своеобразный. Потом я такую вещь слышал, что у нас собирается Сабантуй в Париже. Если возможность будет, на Сабантуй, если мы приведем труды Баку Урманче, это будет украшением Сабантуя в Париже. Я думаю, не ошибаюсь. А в Ташкент, Алмату, Салавки и Тобольск, это родина Флоры Ханум, она оттуда родом, да? Обязательно нам послать в знак уважения то, что Тобольск подарил нам такую невесту для нашего Баку Урманче, да? А в Москву, дом Асадуллы, наверное, если мы поставим вот такую выставку трудов Урманче, татары Москвы долго еще будут ходить в дом Асадуллы, это знаменитый дом Асадуллы. А вот вы сказали, что есть много имен Урманче по всем городам. Я бы обратился к президенту Миниханову, чтобы в каждом райцентре были улицы Урманче, Ахмед Заки Хазрата, Шейх Вадим Мерджани и вот таких видных деятелей. Ребята, надо воспитывать нашу молодежь на духе вот этих людей. А про Урманче, вот здесь сидят много людей, допустим, да, вот здесь воспоминания о Заки Хазрате. Мы можем книгу, намного толще этой книги, создать про Урманче. Давайте доведем до людей истинное лицо Урманче, чтобы наши дети, наши внуки гордились много лет еще после этого. Всего хорошего, спасибо. Большое спасибо за такое содержательное выступление. Мастер нам всем действительно стал ближе после этих ярких зарисовок, воспоминаний из молодости. Сегодня мы открываем выставку с символическим названием «Академия Урманче». Это не просто преклонение перед мастером, но и продолжение его великого служения народу. Слово предоставляется искусствоведу Шакиевой Розалине Гумеровне. Тут целое море информации, так сказать, попытка разгадать загадку личности этого выдающегося мастера. Базари, итальянец, в своем жизнеописании говорит о неких феноменах, которые благодаря какой-то небесной силе, он говорит, есть люди, которые воплощают себя в совершенно разных ипостасях. К таким людям он причисляет Леонардо да Винчи, Микеланджело, Буонаротти. А вот я думаю, что именно таким был Баки Идрисович Урманче. Он был наделен какой-то необыкновенной вот этой небесной силой. И когда хочется его сравнить с чем-либо или с кем-либо, то у меня сразу возникает образ сфинкса Абель-Хауль. Сфинкс – это, вы знаете, гигантское существо с человеческим лицом, мудрым взглядом, задумчивым, и в то же время телом неистового какого-то фантастического, значит, явления. Вот таким был Баки Идрисович Урманче. У него был такой точечный взгляд на жизнь, на людей,
на эпоху, и в то же время какая-то вот такая энергетика, которая и дала возможность сотворить ему целое море произведений. Ну вот, да, и что еще любопытно, он, конечно, преодолел все планки. Все планки. Те времена, когда само вот это религиозное мышление, история наша национальная были преданы остракизму, он открыл нам страницы ретроспекции татар и подарил, вернул нам наше прошлое, соединил века, соединил поколения. И вот это мы видим здесь на этой выставке центральной, которая является центральной доминантой всего вот этого вернисажа. Вот сейчас, после этих, да, любопытно, я как-то с ним, я много его перевозила на татарский язык, переводила его стихи, переводила его искусствоведческие труды, общалась с ним. Вот как-то я у него спросила со страхом: Баки Идрисович, вы в своих стихах пишете, что вы веруете в Аллаха. Неужели это так? Он сказал: конечно, конечно, верую. Я, конечно, была сражена. А потом, когда он получал орден Дружбы народов, он выступил на сцене вот так и сказал: «Минам фикрлявым социалист-лардай». Что за парадокс? Он, с одной стороны, верит в Бога, а с другой стороны, он социалист, как Каплатукай. Вот. А потом начала понимать, что, в принципе, у него ортодоксальной веры никогда не было. Это было некое космическое мышление. Вот именно таким мышлением были наделены вот эти древние сфинксы, которые воплощали и философию тенгрианства, с одной стороны, и с другой стороны, вот эту вот реальную адаптацию к жизни. В мастерской, когда я к нему приходила, я всегда видела, как он работает, чукаш-блян, молотком, там что-то кует, что-то там лепит. И в то же время у него около кресла всегда стоял посох. И вот этот посох является каким-то символом его жизни. Он этот посох передал последующим поколениям. И тоже вот, импульс, вот этой вот жажды познания жизни, вот этот импульс тоже, так сказать, прошел через десятилетия, через эпохи и дошел до новой генерации наших творческих деятелей. Наша выставка, вот сейчас приземлимся, именно об этом. Все, что тут представлено, является собой некую академию Урманче, потому что это был человек-школа, человек-универсиум. Вот такая мозаика, яркая, я не скажу пестрая, она очень сдержанная, интеллектуальная такая выставка. Здесь продолжатели его традиции в искусстве Татарстана. Вот выступили перед вами скульптор Касимов, выступал Азат Хабибуллин. Все, так сказать, его начинания в области живописи, скульптуры и графики, они имеют свое достойное предложение. И вот я, конечно, потрясена этой выставкой, потому что такого чувства радости никогда не испытывала уже последние годы. Потому что тут представлены шедевры именно и республиканского значения, и уникальные картины, которые хранятся в нашей экспозиции. От работы тоже веет некой сосредоточенностью, там, где вот идет триптих Азота, воскрешает перед нами картины национальной жизни, истории, наша природа, наш ландшафт. Вот. Тематическая картина, это творчество Шамиля Сайдуллина. Болгары. Короче, вся тематика, вот вся вот эта панорама, которую раскрыл когда-то перед нами Урманче, она сейчас представляет новые ипостаси. Иногда более оптимистично, более жизнерадостно, иногда более печально, потому что мы что-то приобретаем, что-то теряем. Ведь жизнь, она такова. Вот. Тут такие яркие личности нашего искусства, как Равиль Загидуллин, Ильдар Зарипов, Шамиль Сайдуллин, Ильдар Ахадеев. Все они, в принципе, вот как-то приобщены к личности и к философии этого титана, и большинство из них лауреаты премии Баки Идрисовича Урманче. Я, например, тоже лауреат этой премии. И вот сейчас, завершая, концерт был прекрасный.
Каждый номер как-то очень проникновенно рассказывал и о нем, и о его эпохе. Если вы не против, я хотела бы прочитать небольшое стихотворение, потому что, в принципе, вот мы видим здесь сад Урманче. Он был не просто учитель, он не просто был академик, он был именно садовод, который взрастил целое поколение мастеров. Бүгінгі күн бақша шынықы, ғазәл болып тізіліп кеткен гүл жемішлер, бақа тәңкәсіне чуңған ақ инішлер, құшыйған сәрби сабақлары, пәрәбізлер, бар да анықы, чәчәкләрнең сулганнары, тіреләре, гүл чәчәкләр вәгъдә иткән бүреләре, янә җиләк җимеш булу ихтималы, ярсып чәчәк ату тиктималы, Гали бакча, аның хыялы. Хызур көннең тылсым багучысы, агачларның кәүсәләрен сөя туфрак белән, куакларның төбен ия, әйтерсең лә күмә ярасын. Былбыл кунган нигъмәт тулы бакча, шул ярадан туган газиз дөнья, аның баласы да күз карасы, хәләле дә Ходай мирасы. Урманчы, бакчачы. Большое спасибо, Розалина Гумеровна. Ну что ж, дорогие друзья, мы всех вас благодарим за ваше внимание. Еще раз поздравляем вас с праздником и уже, наконец, предлагаем вам ознакомиться с выставкой. Спасибо.